Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, сегодня действительно очень волнительный день для меня. То есть, наверное, впервые в республике вручается награда из Японии. И поэтому я хотел бы коротко сказать несколько своих мыслей о сахо-японском сотрудничестве. Еще до перестройки во времена Советского Союза между Японией и Советским Союзом было заключено 9 крупных экономических соглашений, из которых 6 имели прямое отношение к республике Саха-Якутия. Это освоение южно-якутского каменного угля, это строительство ветки железной дороги Тында-Перкакит и строительство города Нерюнгри, которые были построены за счет японских инвестиций. Также был совместный советско-американско-японский проект «Сибирский природный газ», согласно которого здесь, в республике, проводились геологоразведочные работы по поискам нефти и газа. Также был заключен ряд соглашений КС по экспорту леса из Дальнего Востока в Японию, в том числе Республика Саха-Якутия, тогда она называлась Якутской автономной Советской Социалистической Республикой, она экспортировала 200 тысяч кубов леса из порта Тикси в Японию. И эта традиция, она была продолжена после 1991 года, и основателем прямых сахо-японских связей является наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, который в декабре 1990 года посетил Японию по приглашению президента Ассоциации российско-японской торговли господина Сатова. Во время этого визита состоялись встречи в парламенте Японии, в том числе с господином Сакураучи. И после возвращения из Японии Михаил Ефимович Николаев дал задание основать Ассоциацию сахо-японского сотрудничества. И так получилось, что в то время в республике было всего 3 человека, которые знали японский язык. 2 человека это были профессиональные японисты. Анатолий Яковлев, он закончил Институт стран Азии, Африки МГУ, экономист-международник. Дмитрий Оконечников, который закончил японское отделение Дальневосточного университета во Владивостоке. И третьим был я, который после посещения Японии в 1984 году самостоятельно начал изучать японский язык. Поэтому Югун правильно говорит, я ему все время тоже, когда со студентами в начале 2000-х встречался, я им рассказывал, что человек сам может выучить что-то, и это может послужить ему в его жизни. И благодаря Василию Моисеевичу Ефимову, Василию Гавриловичу Алексееву, моя кандидатура была представлена Михаилу Ефимовичу Николаеву, и Михаил Ефимович Николаев порекомендовал меня избрать генеральным директором этой ассоциации. Здесь присутствует тоже один из основателей ассоциации Юрий Петрович Макаров. В 1991 году мы начинали прямые сахо-японские связи. И в 1992 году мы провели фестиваль японской культуры «Ветка сакуры на земле Олонхо». Летом 1992 года провели международную выставку «Японская промышленность Якутск-92». И во время работы в ассоциации я поступил в Всероссийскую академию внешней торговли. И там я изучал японский язык у профессора Льва Анатольевича Недгара.
который был одним из основателей послевоенной японистики. Он после войны в 1946 году покупал землю для советского торгпредства на Шинагаве. Вот. И в 1992 году по заданию Михаила Ильича Николаева мы начали прорабатывать создание представительства Республики Саха-Якутия в Японии. Михаил Ефимович написал письмо Борису Николаевичу Ельцину. Борис Николаевич Ельцин дал поручение Министерству иностранных дел России проработать этот вопрос. Вот, я очень благодарен сотрудникам посольства России в Токио, вот, сотрудникам японского отдела МИД России. Вот, ну и также я очень благодарен сотрудникам посольства Японии в Москве, лично господину Учида, которые очень помогали нам вести переговоры по созданию данного представительства. Вот, и в 1993 году мы с Анатолием Яковлевичем Яковлевым поехали в Японию. Вот, и там все-таки я хотел бы вот поблагодарить. Самое интересное, что вот, наши друзья, японские дипломаты, они все связаны с Россией. Да? Вот я хотел бы отметить вот, Такахаши, который был генеральным консулом в Хабаровске. Вот мы с ним в 1992 году вели переговоры в МИДе Японии насчет включения Республики Саха-Якутия в список получателей японской гуманитарной помощи. Вот. И, ну, может, кто помнит, в начале 90-х вот, тем, кто рожал, вот, для младенцев давали бесплатное японское сухое молоко. Вот, и Япония поставляла бесплатно вот, шприцы и другие медицинские оборудования. Вот, господин Ямамото, который тоже был генеральным консулом в Хабаровске, сейчас является послом Японии в Туркмении. Вот он тоже очень помогал нам, когда мы устраивались в Токио. Вот, и самое интересное, что вот недавно Якутию впервые посетил посол Японии в России, господин Козуки Тойвиса, да? Вот, он рассказал, что его отец был сотрудником корпорации Сумитома, и в 70-е годы он работал в Нью-Йорке. Вот, и говорит, что отец ему всегда говорил о важности налаживания связей вот, Японии и Якутии, экономических связей. Вот, и господин Козуки был когда заместителем начальника российского отдела вот, МИД Японии, и когда в 1994 году Михаил Ефимович Николаев совершил первый визит, официальный визит в Японию, вот, господин Козуки отрабатывал по его программе пребывания. Вот мы когда встречались с ним, да, очень так тепло вспомнили вот, нашу совместную работу по подготовке визита. Вот, и все-таки Япония дала нам очень много нашей семье, да, и там родилась наша дочка, вот, Сарглана, в 1997 году в Токио. Вот, ну, там я проучился intermediate курс в Jetro Business Japanese School, вот, и успешно его закончил. Но самое интересное, что когда я поступал на эту школу японского языка в Jetro, я сдал тест на знание японского языка для выпускников языковых вузов. Вот, я его каким-то образом сдал. Вот это интересно. Вот, и что касается вот, нашей работы в Японии, да, я хотел бы сказать, что и в Осяске тоже вот, в 1992 году была создана первая гранильная фабрика в Якутии, и первый алмаз на территории Республики Саха-Якутия огранил японский специалист. Вот, и мы впервые провели презентацию нефтегазового потенциала республики за границей в Токио. Вот, и было интересно, когда мы организовывали эту презентацию, вот были Василий Моисеевич Ефимов и я, то есть два депутата были.
Остальные, кто готовил, половина были канадцы, американцы, половина были японцы. Была такая международная команда, и вот мы такие, вот два египтянина возглавляли вот эту международную команду по организации презентации нефтегазового потенциала. Вот, ну и хотелось бы отметить, что благодаря выставкам в Японии, вот фабрика Сардана, которая производит сувенирную продукцию, она смогла пережить вот эти тяжелые 90-е годы. Вот, ну и также наши ювелирные компании впервые приняли участие в ювелирной выставке в Токио в 1997 году. Вот, ну и также японские компании заказали за свой счет ТЭО, технико-экономическое обоснование освоение эльпинского каменноугольного месторождения американской компании John T. Boyd. Вот, и сейчас, вот, когда я читаю про успехи в освоении каменноугольных месторождений в Якутии, да, я думаю, что в этом есть вот и немного и наша какая-то доля, да, в успешном продвижении. Но после возвращения из Японии, вот, как господин Голубов отметил, я 3 года работал в родном Хандаласском ГУСе, был его коллегой, занимался социальными вопросами, поэтому вот, я сейчас могу свободно разговаривать на профессиональные темы с медиками, с педагогами и с работниками культуры. Вот после этого я поступил на работу в Министерство внешней связи, и здесь я курировал японское направление. Вот, и очень плодотворно у нас получилось время. Был такой подъем внешней связи Республики Саха, Якутия. И вот, например, во время президентства Вячеслава Анатольевича Штрова он совершил 6 визитов за границу в разные страны. И все 6 визитов были по приглашениям правительств этих стран. В том числе он дважды посещал Японию, 1 раз по приглашению Министерства иностранных дел Японии в 2004 году, и в 2005 году он посетил открытие Всемирной выставки Экспо. Вот, и от каждой страны приглашали по 2 человека. Это был посол и представитель страны на Экспо. Из России на Экспо 2005 пригласили 3 человека. Третьим был президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штров. Вот. И был такой интересный момент. Мы создали японский комитет содействия Республики Саха-Якутия господина Сатамура. Вот господин Фурутов очень хорошо знает, вот, потому что был огромный поток посетителей в Японию вот, через генеральное консульство в Хабаровске. И господин Сатамура говорит, требуется переводчик для Штрова на Экспо. Я говорю, ну пиши меня. Он говорит, тебя не успевают проверить. Я говорю, как не успевают? И потом сразу возникает мысль, да, если не успевают проверить, значит наш президент очень важный гость на открытии Экспо. Я думаю, значит у него будет какая-то особая программа. Вот. И потом интересно было, что вот по дороге на Экспо 2005 мы встретили председателя правления Токио Газ господина Анзая. Ехали вместе в одном вагоне Синкансена, но так как я его хорошо знал, председателя правления Токио Газ, да, вот, я познакомил его с Вячеславом Анатольевичем и спросил, сколько у него сопровождающих. У него оказался 1 сопровождающий. Например, простой депутат японского парламента, он поехал на Экспо 2005 вообще без сопровождающих. А у нашего президента было 2. Я думаю, да, это какой-то высокий уровень. Вот, и потом вечером Вячеслав Анатольевич рассказал, что его вывели из общей толпы посетителей Экспо, завели в отдельное такое вот
японцы какие-то. А я, говорит, стою, думаю, что, куда меня привели? А его, оказывается, за периметр охраны завели, и он, говорит, там сзади охранники, мы, говорит, стоим. А потом, говорит, идет Toyota, говорит, вот этот, Toyota, руководитель фирмы Toyota, говорит, и рядом с ним идет наследный принц Нарухито. Я говорю, а рядом с ним идет, говорит, принц. Toyota, говорит, меня как увидел, так обрадовался, говорит, что-то, говорит наследному принцу. Наследный принц, говорит, меня увидел, тоже, говорит, заулыбался, говорит, подошел и пожал мне руку. А так как Вячеслав Анатольевич Штров такой нормальный, здоровый русский мужик, у него вот ладонь как два моих. Говорит, принц, говорит, взял ладошкой, потом, говорит, снизу тоже другой ладошкой взял и, говорит, долго тряс мою руку и что-то говорил по-японски. Но в этот момент, к сожалению, переводчика рядом не было, поэтому что говорил нынешний император Японии нашему президенту, это осталось такой глубокой тайной. Я думаю, положительное и, наверное, благоприятное. И потом говорит, а потом что было? Я спрашиваю Вячеслава Анатольевича. Он говорит, а потом, говорит, все как мы бежали, премьер-министр, все, говорит, министры начали жать мне руки и тоже что-то говорить по-японски. Ну, такой вот, на самом деле, участие республики на Экспо 2005, я думаю, это было очень крупное событие. И я очень рад, что вот мы вместе с коллегами совместно, вот все правительство республики, совместно с Министерством иностранных дел России, Министерством иностранных дел Японии, вот нашей торгово-промышленной палатой, вот мы смогли успешно провести совместный российско-японский проект экспонирования головы Михаильского монарха. Вот. И в 2004 году мы создали здесь Якутское региональное отделение общества Россия-Япония. Я очень благодарен руководству общества вот, в Москве, Игорю Романенко, Галине Дудкиной за высокую оценку нашего труда, вот, нашего Якутского регионального отделения. Вот, и с тех пор вот, мы продолжаем работать, и как уже сказала Фута-сан, в 2018 году в рамках года Японии в России мы провели совместно с Генеральным консульством Японии в Хабаровске фестиваль Мацури 2018. Вот, и мы надеемся, что и в будущем мы сможем проводить такие крупные мероприятия. Вот после ухода с правительства я работал в Алмаз-Агенбанке, и вот я хотел бы отметить, что Алмаз-Агенбанк первым из российских банков смог экспортировать золото из России в Японию и в Китай. То есть мы получили первыми из российских банков лицензию на экспорт золота в Китай. Но в Японии свободный рынок, можно свободно привозить золото. Ну, а в Китае очень достаточно сложно. Вот, ну и хотелось бы отметить, что, как вот уже сказал господин Голоков, вот мы надеемся, что японский туризм с Японией будет и дальше развиваться. У нас есть определенный опыт. Вот, японские туристы на чартерном самолете принимали участие на фестивале «Зима начинается в Якутии» в декабре 2017 года. Вот, и они смогли почувствовать, что такое минус 47 градусов. Вот, ну и очень жаль, что из-за пандемии у нас не получилось организовать визит группы японских туристов на первомайскую демонстрацию в Якутске, которую мы планировали в 2020 году. Вот, планировали прямой чартерный рейс, где-то 170 человек из Японии, чтобы они прошли отдельной колонной в нашей первомайской демонстрации. Ну вот, для наших гостей я хотел бы сказать, что первомайская демонстрация в Якутии является крупнейшей на Дальнем Востоке и одним из крупнейших в России, собирает около 100 тысяч. Ну, это как бразильский фестиваль.
фестиваль в якутском варианте. Ага. Вот, и также мы планировали участие японских туристов на Срехе Примады, который действительно является крупнейшим таким народным праздником в России, который собирал 200 тысяч посетителей. То есть это крупнейший в России. Вот, и в завершение я хотел бы поблагодарить Генеральное консульство в Хабаровске вот, за то, что вы оценили вот, наш совместный труд Якутского регионального отделения. Вот, господин Фукусима, вот, генеральный консул, он как бы поздравил меня сразу в прошлом году, когда было принято решение о награждении почетной грамоты. Вот, и очень рад, что сегодня мы встретились вот, с нашим старым другом госпожой Фурута Кейко, с которой мы вот, во время предыдущей командировки вместе совместно работали по развитию культурных и образовательных связей вот, с Японией. Вот, и в завершении вот, я хотел бы поблагодарить Министерство внешних связей и по делам народа за организацию сегодняшнего мероприятия. Вот, и поблагодарить всех тех, кто принимает участие, особенно отметить вот, университет, наш федеральный университет, который тоже высоко оценил мою скромную деятельность вот, по пропаганде и преподаванию японского языка. Вот, ну и также родной Хандаласский вуз, вот, передайте мои большие, мою большую благодарность главе Олегу Валерьевичу Финееву. Вот, и все-таки очень приятно, что вы все сегодня собрались. Вот, и ну, как сказать, то есть, ну, меня переполняли эмоции, все-таки 30 лет я профессионально занимаюсь вот, связями с Японией, и вот, получил такую оценку от правительства Японии, поэтому мне очень приятно. Поэтому большое спасибо, вот, госпожа Фурута, большое спасибо, вот, и просьба передать вот, вашему руководству, что и далее мы будем продолжать вот, наше сотрудничество с Японией и далее работать на развитие экономических, культурных, вот, образовательных и спортивных связей с Японией. Спасибо.